Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 20:00. Как всегда, в это время буква закона. Говорим о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. Я адвокат Павел Стаценко. Как всегда, ваш покорный слуга в это время с вами. Сегодня обсуждаем оспаривание кадастровой стоимости недвижимости. Тема достаточно щепетильная, учитывая, что в последнее время люди приходят на консультацию ко мне в адвокатскую палату, в адвокатскую коллегию. Вообще задают очень много вопросов по поводу того, что увеличились стоимость налогов, и стоимость арендных платежей за земельные участки в связи с тем, что увеличилась кадастровая стоимость недвижимости. Проблема достаточно актуальная, широко обсуждаемая, и я приветствую своих гостей программы. Это юрист, мой коллега Сергей Вадимович Погорелов. Здравствуйте. Добрый вечер. И Игорь Гелевич Бляйли, судебный эксперт-оценщик. Здравствуйте. Здравствуйте. Вообще начнем с того, что, наверное, вкратце расскажем нашим зрителям, радиослушателям и телезрителям о том, вообще, почему так получилось и в чем, наверное, суть реформы. Вкратце напомню, хотя об этом говорили много. Игорь Георгиевич, наверное, вы расскажите. На самом деле, суть реформы, скажем так, даже не реформы, суть определения стоимости имущества наиболее объективный и актуальный вопрос вообще для любого государства, так как у нас существовало ранее, как предисловие, ранее существовали некие инвентаризационные стоимости, земля не была оценена вообще в корне. У любого государства существует прямая необходимость определить стоимость активов. Земля как основной актив имеет стоимость, все прекрасно понимают. Каким-то образом нужно привести ее к некой эквиваленте, финансовой. Достаточно серьезная идея определить стоимость и приблизить ее, скажем так, к рыночной, чтобы, во-первых, понимать, что из себя представляют активы государства, активы собственников, как физических, так и юридических лиц, 2, потому что проблема стояла давным-давно, каким образом как основной актив. Государство решило привести все в порядок. В соответствии в порядок, да. Разработан целый ряд мероприятий по определению стоимости имущества. Сейчас уже с этого года входит кадастровая стоимость имущества. Да? Так как имущество все-таки имело какую-то стоимость, земля, скажем так, не имела, только на рынке, начали по большому счету земли как с основного актива, на котором все стоит, на котором все работает. Разработан достаточно серьезный ряд мероприятий, перечень мероприятий для определения все-таки стоимости. Разработаны программы. Участвовали в этом и участвует в этом мероприятии достаточно большой перечень, круг специалистов, ведомств. В принципе, страна, государство, органы власти на местах создали комиссии, определили стоимость. Насколько она... она, по идее, должна быть приблизительно к рыночной. На самом деле, сама суть стоимости, скажем, виды стоимостей бывают разные, но кадастровая стоимость должна быть неким образом приближена к действительной стоимости. Иначе тогда перекосы стоимости вообще, перекосы цены актива, да? Каким образом ценить? Проблема очень большая. Разработали форму, оценили. Первоначально, то есть у нас в республике, как правило, то есть по землям населенных пунктов, эта стоимость была определена на 01.01.2012 года. То есть постановление вынесено. И, скажем так, что были на такие площади, на такие объемы перекосов быть не может быть, не перекосов. Отсутствие перекосов просто не может быть. Почему? Потому что
земли категории разные, состояние земли. Площади у нас страна огромнейшая. Ну, по крайней мере, на 01.01.12, как сейчас тоже рассматривают, да, и оценочное сообщество, и, скажем так, и налоговые органы, то есть она относительно имеет стоимость, приближенную к действительной стоимости. Вот. Ну, как правило, у собственников и у органов самоуправления не возникало проблем вот с этой стоимостью, потому что, в принципе, кому-то нравится, не нравится, но эта стоимость, она была, ну, скажем так, приближена к адеквату. Я не говорю, что вся. Почему, как вы уже сказали, уже были перекосы. Но, согласно закона о кадастре, земельного законодательства, стоимость, она должна пересматриваться, скажем так, индексироваться, пересчитываться в процессе изменения рынка, скажем так, да, то есть неких внешних экономических и внутренних экономических факторов. Ну вот почему этот вопрос стал достаточно жестко актуален, скажем так, в этом году, потому что, ну, даже не в этом, в прошлом году встал, в этом году у нас в республике набирает оборот, хотя на самом деле по всей стране, в общем, владею информацией, по всей стране достаточно серьезно идут уже, ну, судебные споры. Ну да. По рассматриванию, скажем так, по рассматриванию вот этой стоимости, по приведению ее к некой эквиваленте, скажем так, да, вот, хорошо. 01.01.14 эта стоимость была, скажем так, проиндексирована, пересмотрена, вот, и, ну, вот, скажем, хорошо, так, вот получает человек, что он должен делать? Ну, наверное, он должен идти в соответствующий орган, получить кадастровый паспорт, узнать стоимость, кадастровую стоимость. Как минимум кадастровую выписку, да. Он приходит, удивляется, чтобы это поняли радиослушатели, телезрители, те, кто потом будут смотреть эту программу в интернете, удивляется, понимает, что ему приходится сейчас платить намного выше. Ну, мы не говорим про ситуацию, когда это намного ниже, это само понять, но когда она намного выше. Что он должен сделать? Вот Сергей, наверное, он прежде всего должен пойти в комиссию, обратиться, но для начала он должен сделать оценку вообще. Да, для начала он должен закрепить свою позицию. Да? Одно дело, ему кажется, что оценка ниже, другое дело, у него будет документ. Да? Ну и в соответствии, коллега не даст мне соврать, что в соответствии с законодательством России, в соответствии с федеральным законом об оценочной деятельности, да, единственным доказательством реально возможным это будет оценка. Да? Притом оценка, которая получена путем заказа у оценщика дипломированного, входящего в реестр и так далее. Вот здесь вот поподробнее, да, вот что такое оценка, и потому что очень многие, допустим, путаются и идут, когда они там проходят экспертизу и так далее. Вот в чем? На самом деле оценка, ну, уже практически у нас население почти все знает, что такое оценка. То есть это определение стоимости. Определение стоимости в соответствии с федеральным законом 135 об оценочной деятельности. И вот, скажем так, вот сама процедура проведения оценки, она для оценщика, сейчас я дам оговорочку, для оценщика она прописана в ФЗ, то есть внесены изменения в федеральный закон об оценочной деятельности отдельно вообще разделом. Да? Вот, и там вся процедура прописана. То есть в данный момент он жестко, четко регламентируется федеральным законом об оценочной деятельности. Оценщик должен провести именно оценщик, соответствующий требованиям закона об оценочной деятельности. Это образование, членство в СРО, это страховка. Да? Вот, то есть требования именно к оценщику. А почему он может получить стоимость ниже? То есть, ну, почему происходит этот перекос, в принципе? Ну, почему государство так оценило, это понятно. Да? Она оценила все в скопе, не оглядывалась на тонкости, детали и так далее. У разных оценщиков может быть разная стоимость. На самом деле, если рассматривать, ну, здесь государство тоже, нельзя так говорить, что государство оценило, как оно оценило. Есть тоже достаточно серьезные требования вот к проведению этих оценочных работ. Перекосы, как правило, возможны, когда стоимость, скажем так, не рассмотрели по адекватности ближе к конечному результату. Как правило, да? Вот. Иными словами, просто действительно возможно наблюдать два отчета об оценке или более отчетов об оценке, где, например, не учитываются некоторые факторы.
определению стоимости, которые могут бы учитывать первоначальный оценщик, например, который занизил или завысил стоимость. Да? И здесь, в принципе, это, опять же, не дадут мне соврать, что здесь это, во-первых, обусловлено и международным опытом, потому что на территории, в принципе, всех цивилизованных государств это допустимые изъяны оценки. Да? То есть, все-таки оценщик – это не просто лицо, которое считает стоимость, это эксперт. Да? Экспертное мнение, оно в какой-то степени все равно субъективно. То есть, какие-то факторы, возможно, оценщик не учел. Да? Что касается конкретно сравнения кадастровой стоимости, да, которую определило государство, и той стоимости, которая сейчас, допустим, производит оценщик, да, более того, этот отчет он должен еще экспертизу пройти, чтобы его использовать. Да, экспертизу в СРО. В СРО, да. Соответственно, здесь разница в чем? С одной стороны, государство защищает свои интересы, как сборщик налогов, да? Ну и, кстати, не только по, скажем так, налогам, да? Но вы не забывайте, что кадастровая стоимость, она и используется при расчете при выкупе земельного участка, да, например. Да? И аренды, соответственно, да. Поэтому в данном случае, поскольку оценщик – это эксперт, да, определенные расхождения возможны. Просто у этих расхождений тоже есть свои параметры. Да. Ну, хорошо, это чуть мы забегаем вперед. Вот, допустим, есть оценка, одна оценка, предположим, с ней не соглашается государство. Ответчиком по данным искам выступает кто, Росреестр или налоговая инспекция? В данном случае выступает ответчиком тот, кто определял стоимость. Вот так вот. Угу. Да. Понятно. Допустим, оценщик представляет свои расчеты. Есть две стоимости. В любом случае, да, есть две стоимости. Как суд определяет? Суд, скорее всего, отправит на экспертизу. Судебную. Здесь у нас в республике достаточно позитивно в этот момент, скажем, уже практика складывается. Почему? Потому что если отчет об оценке, скажем так, из нашей практики сейчас очень вообще в сложившейся ситуации в оценочном сообществе, да, не буду говорить там про нас как оценщиков или про интересы саморегулируемой организации, достаточно серьезная практика складывается, что сейчас законодательно закреплено, что эксперт СРО несет субсидиарную ответственность с оценщиком за результаты оценки. И СРО не будет, скажем так, рисковать, то есть если это адекватные СРО, адекватные эксперты, да, то есть опять же риски такие есть, СРО и эксперты не будут рисковать саморегулируемой организацией самой, потому что вопрос стоит, два замечания Росреестра в праве закрыть саморегулируемую, то есть подать на закрытие саморегулируемой организации, это как минимум 300 человек, да, как минимум. Понятно, да. Вот. И здесь достаточно серьезно, достаточно качественно выходят уже результаты проведения оценочных работ. Достаточно качественно выходят. Опять же, требования закона и требования стандартов четко регламентируют, какие параметры должны быть рассмотрены в оценке. Хорошо, вот смотрите. Я имею в виду, что, допустим, человек, процедура понятна. Ты делаешь оценку, ты идешь в комиссию, значит, ты не согласен, делаешь оценку, заказываешь оценку, чуть попозже мы поговорим, что это человеку стоит, а это стоит достаточно солидных денег по сегодняшним меркам. Идешь в Росреестр. Росреестр, чего греха таить, с большой долей вероятности тебе отказывает. Я не говорю про наш, про российский, в принципе, даже глядел на опыт. Тебе отказывает, ты идешь, соответственно, в суд. В суде представляется альтернативно твоей оценка, предположим, да? И, соответственно, тебе говорят, хорошо, на экспертизу. И еще экспертиза. В итоге-то есть резон вообще судиться с государством? Или государство сделает так, что судиться вообще смысла никакого? Здесь, Павел, понимаете, какая история возникает? Вы, как специалист в сфере процессуального права, да и я, и вы не дадите мне соврать, да, что, возможно, в судебном заседании действительно такая ситуация, что суд, например, увидев достаточно серьезную разницу между стоимостью, которую определило государство, указано в кадастровой стоимости, и стоимость, которая в отчете оценщика, если она будет достаточно серьезно разниться, суд имеет право назначить даже по своему усмотрению судебную экспертизу и отдать в третью какую-либо оценочную организацию. Но здесь, во-первых, практику я изучал по регионам, да. Осенью 2014 года я был на конференции по этому поводу в Москве, и действительно другие регионы этими исками завалены. И практика судебная пока не обобщена, конечно, Верховным судом, но общая тенденция складывается к следующему.
Если, скажем так, разница между оценками разумна, то судья исходит из того, что государство закрепило в законодательстве дополнительные гарантии такой оценки. Да? То есть это не просто оценку произвести, вы ее должны еще и экспертизу произвести. Да? То есть, а экспертиза оценки – это по законодательству одно из ключевых доказательств ее реальности. Да? И, соответственно, если разница, с учетом даже того, что этот отчет прошел экспертизу, небольшая, то суд верит этой экспертизе. То есть это надлежащее, допустимое, достоверное доказательство. Если же разница колоссальная, то есть, допустим, в кадастре строительстве указан 1 миллион, там 100 тысяч, это, конечно, серьезная, существенная разница, то здесь, конечно, суд по своему усмотрению, как правило, выступает со своей судебной инициативой на проведение экспертизы. И это действительно дополнительные расходы. Ну, единственное, что по общему правилу ГПК или АПК, неважно, эти расходы будут компенсироваться. Но такие ситуации возможны, и здесь вступает, скажем так, в свою роль термин соответственно, усмотрения суда. Да? То есть определенный оценочный фактор. Насколько эта цена адекватна и разница адекватна. Вот здесь в этом проблема. Пока, скажем так, вы тоже, наверное, об этом думали и знаете, что пока у нас не будет разъяснения по обобщению по всему региону. Пока об этом говорить сложно, но практика пока такова. То есть здесь оценочное, скажем так, мнение судьи, насколько адекватна разница и необходима ли третья экспертиза. Но любой судья, дабы обезопасив свое решение, потому что у судей тоже статистика по отмене, я думаю, будет исходить из того, что все-таки экспертизу надо назначить. Я думаю, даже он будет в какой-то степени, пользуясь своим полномочием, вынуждать стороны об этом заявить. Ну и, кстати, нельзя забывать, что государству, когда подается иск, да, в данном случае заявление, да, иск, то есть здесь, скорее всего, один из процессуальных способов защиты будет именно такой. То есть ходатайство о проведении независимой судебной экспертизы. Хорошо, вот, допустим, поговорим о том, что это вообще человеку выливается, да? Сколько сейчас на сегодняшний день стоимость оценки примерно? Для граждан, да и для юридических лиц необходимо изначально понимать, что это процедура. То есть оценочное сообщество привыкло говорить клиентам своим, потребителям отчетов об оценке, что да, мы сейчас это быстренько-быстренько, вам вот все будет хорошо. Да? Но на самом деле это процедура. Процедура, требующая определенного качественного подхода, достаточно серьезного качественного подхода и, соответственно, времени. Да? Провести оценку за полчаса качественно просто невозможно. Просто невозможно. Соответственно, это нужно действительно подойти серьезно. Любая работа серьезная, она не может стоить 3 копейки. Каждый ценит свой труд, тем более труд должен быть, во-первых, качественным, то есть результат труда должен быть качественным, и с большой долей ответственности. Самая, скажем так, вот самая дешевая оценка на сегодняшний день, да, и предлагают оценщики, конечно, 500 рублей, 1000, и на самом деле, то есть по трудозатратам в нормальной вилке считается 5000. Один объект. То есть не берем там из как некой там сложности, площади, там еще что-то. То есть в среднем 5000, да. Вот. Но при этом нужно понимать, что согласно федерального закона об оценочной деятельности, закона о кадастре, оценщик обязан провести экспертизу отчета об оценке на положительную. СРО оценщика, согласно федерального закона и федеральных стандартов оценки 5, экспертиза отчета об оценке. В своем СРО саморегулируемая организация, там работают достаточно высокого уровня квалификации эксперты. Они тоже, то есть есть, скажем так, сложившиеся цены, утвержденные тарифы саморегулируемой организации. Вот, скажем так, самая дешевая экспертиза, она, не знаю, там 7-8 тысяч, наверное. Да? То есть мне сложно сказать за все саморегулируемые организации, вот, и каким образом подходит к ценообразованию. То есть там ценообразование, опять же, как во всех сферах услуг, экономических услуг, от объема, массива, объема работы, да, вот. Будем предполагать так, что даже 8-10 тысяч, да, то есть это оценка 5 тысяч, 8-10 тысяч проведения. То есть 15 тысяч только надо за оценку. Это нужно, это чтобы нормально, скажем так, в нормальном уровне, нормальным адекватным результатом провести, качественным результатом провести процедуру оценки с положительным заключением. Плюс еще надо, соответственно, на юристов. Да, то есть... это не обязательно, но в принципе, я думаю, что желательно. Желательно, да? На самом деле, все прекрасно понимают, что если идет судебный спор,
спору, это трата времени, это трата, опять же, пусть даже своих, но... Хорошо, минимальная средств. цена, допустим, для физлиц на Ну, сегодняшний я день, думаю, если наш город брать, то от 15 тысяч. ну, от 15 тысяч. Не меньше. Соответственно, примерно мы имеем сумму расходов Где-то 30 тысяч. 30 тысяч. 30 тысяч. Вот на сегодняшний день отбиваемы эти деньги или нет? Ну, на самом деле, тут у нас складывается, скажем так, достаточно интересное мнение у сообщества, как юридического, так и оценочного, скажем, экономического сообщества, что нужно понимать, с чем мы приходим. Если гражданин, физическое лицо, приходит с дачным участком, где вилка составляет, скажем так, вилка, я имею в виду по платежам, составляет, 1500-2000 в год, согласно закону о кадастровой стоимости, изменение может подлежать 2-5 лет. То есть, вот таким вот образом. У нас в республике, вот, скажем так, изменение произошло. То есть, первая оценка была 2012 год, это 01.01.2012 года, а потом изменение 01.01.2014 год. Да? То есть, раз в 2 года меняют. То есть, это нормально. Соответственно, раз в 2 года тебе и надо, в общем-то... Да, индексация прошла, то есть она должна быть индексация. Но если понимать так, что ты, если за 2 года, пусть даже по 2000-4000 переплата, и у тебя затраты на проведение оценочных работ и оспаривание в рамках судебного возникают вот таким вот образом, но тут есть повод задуматься, стоит ли оно того? Да. Здесь необходим комплексный другой выход. Если есть необходимость об этом говорить, потому что тема очень большая. Вот в рамках этого комплексного выхода. Почему? Потому что стоит проблема очень большая. Не только земельная, кадастровой стоимости земли, но и сейчас пойдет кадастровая стоимость объектов недвижимости. На самом деле должен быть комплексный подход. Почему? Потому что, скажем так, все прекрасно понимают, и почему от главы государства даже идет, вот, скажем, такой посыл, что нужно быть внимательным муниципалитетам, регионам. Почему? Потому что это нагрузка на бизнес, это нагрузка на граждан, нагрузка не только финансовая в чистом виде, но еще и, скажем так, некая эмоциональная нагрузка. Это социальная нагрузка. И, с этим, и нагрузка на судебные инстанции. И на ценообразование. Да, нагрузка идет на судебные инстанции, нагрузка на налоговые органы, нагрузка идет на те же органы регистра ФРС. Да? Почему? Потому что изначальный спор должен рассматриваться там. Это нагрузка на специалистов, которые должны рассматривать этот вопрос. Ну и здесь единственный комплексный выход, в общем-то, сообщество Минэк, специалисты там занимаются, оценочное сообщество занимается, скажем так, есть инициатива с ряда регионов, с мест, чтобы комплексно рассмотреть вот эту проблему, да, то есть, по сути, вот рабочая, нормальная проблема, чтобы не просто кто-то, 2 человека, 3 человека собрались и решили некую стоимость, которая должна быть и которая за правду, да, на самом деле это сбор налогов. Это пополнение бюджета. Но последующие вот действия, которые вытекают с этого, скажем так, оспаривания, да, они, это уже проблема. И здесь необходим комплекс, скажем так, создание рабочих групп, как предложение, да, идет создание рабочих групп по формированию, во-первых, по отработке этих стоимостей, немножко, возможно, другой подход по созданию этой комиссии по определению кадастровой стоимости. Почему? Потому что, скажем так, не только органы самоуправления и органы власти должны включаться, но еще и, я не говорю про оценщиков в чистом виде, экономическое сообщество должно там участвовать и видеть, что за стоимость у нас в конечном итоге выходит. Ну, вкратце я, наверное, обобщу то, что было сказано. Во-первых, для того, чтобы понимать, стоит ли заниматься оспариванием кадастровой стоимости, надо понимать стоимость, которая у вас возникла переплаты. Для начала вам необходимо найти оценщика, сделать оценку имущества, которое вы хотите оспорить. И на правильную дату, согласно закону. И, соответственно, потом уже обратиться в соответствующую комиссию в Росреестре, и в случае, если вы не согласны с его решением, нужно обращаться в суд с соответствующим заявлением. Господа, я благодарю вас за участие в программе. У нас не остается практически времени. Напоминаю, что на моем блоге «Буква закона УКТ.ру» вы можете посмотреть мои передачи, в принципе, задать какие-то вопросы. Сегодняшняя программа подошла к концу.
Спасибо большое. Следуйте букве закона. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.